Добрый день, уважаемые родители! Мы рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре по теме «Поддержка семьи в кризисных ситуациях. Правовые нормы в вопросах и ответах», организованного в рамках работы Республиканского консультационного центра. И для освещения вопросов сегодняшнего вебинара мы пригласили Будгают Галину Николаевну, частно практикующего юриста. Напоминаю также, что у вас есть возможность задавать свои вопросы в чате, на которые Галина Николаевна обязательно ответит в процессе своего выступления. Итак, Галина Николаевна, вам слово. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы сегодня хотели бы осветить вопросы, касаемые кризисных ситуаций в семье. Я в данном сфере практикую, как и в остальных сферах гражданского права, и хотелось бы остановить свое внимание на некоторых вопросах, которые зачастую возникают в сфере семейных отношений, в том числе исходя из своей практики. Ко мне зачастую обращаются люди по различным вопросам, в том числе там взыскание алиментов, раздел имущества супругов, если ситуация в семье достигла, так скажем, кризиса и назрел вопрос расторжения брачных отношений, раздела имущества, вопросов, касаемых порядка общения с ребенком, если родители проживают раздельно, и иных вопросов, которые возникают в сфере семейной жизни. В первую очередь хотелось бы обратить внимание на вопрос взыскания алиментов, поскольку это наиболее часто встречающийся вопрос в сфере семейных отношений. Сразу же буду исходить из того, как эту ситуацию возможно избежать, чтобы не было судебных споров, чтобы не было конфликтных ситуаций по поводу обеспечения детей денежными средствами одним из родителей. Здесь все-таки я полагаю, исходя опять же из своей практики, что самым все-таки цивилизованным способом в данном случае будет это соглашение, нотариальное соглашение об уплате алиментов. То есть это, так скажем, если ситуация в семье подошла к кризису, и родители понимают, что совместное проживание дальнейшее невозможно, чтобы избежать каких-то спорных моментов, в данном случае в отношении алиментов все-таки рекомендую очень обращаться к нотариусу, составлять нотариальное соглашение об уплате алиментов, в котором оговариваются порядок, сроки и сумма содержания на ребенка. Почему это хорошо? Здесь, во-первых, защищена мать ребенка, да, с которой зачастую остаются дети, или отец ребенка, с которым могут остаться дети, что тоже не исключается, потому что такие ситуации тоже бывают, когда дети остаются проживать совместно с отцом. Здесь соглашение, оно имеет силу сделки, то есть это некий договор, который между сторонами заключается, нотариус его удостоверяет, естественно, нотариус просит справки о доходах родителей, чтобы посмотреть, что права ребенка не ущемлены, чтобы не было ситуации, что сторона, мать или отец, получает достаточно большое денежное содержание, заработную плату, и при этом размер алиментов является незначительным. То есть здесь права ребенка контролируется непосредственно нотариусом, и такое соглашение вступит в силу с момента его нотариального удостоверения, и в последующем, если оно будет не исполняться, оно имеет силу исполнительного документа, и с указанным соглашением как мать, так и отец, то есть то лицо, в пользу которого выплачивается алимент на содержание ребенка, имеет возможность обратиться в службу судебных приставов с соответствующим заявлением и взысканием алиментов в принудительном порядке. То есть здесь исключается необходимость подачи в последующем документов каких-либо в суд, и это облегчает, так скажем, ситуацию. Если же все-таки соглашение между лицами не достигнуто, что я крайне все-таки, опять же, не рекомендую и настоятельно прошу вести какой-то продуктивный диалог по поводу обеспечения детей, поскольку это неизбежная ситуация, и в любом случае материальное обеспечение – это обязанность родителей, которая возложена Семейным кодексом. Если все-таки возникает ситуация того, что необходима подача в суд заявления, здесь существуют различные варианты. Это вариант взыскания алиментов в процентном соотношении к заработку, в долевом соотношении к заработку или иному доходу, или взыскание алиментов в твердой денежной сумме. На сегодняшний день, в связи с тем, что законодательство у нас поменялось, порядок подачи заявлений такого рода также поменялся. На сегодняшний день, если это взыскание алиментов
в долевом отношении к заработку, то здесь подается заявление о вынесении судебного приказа, который подается в мировой суд по месту жительства ответчика. Если речь идет о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, то соответствующее заявление подается уже в городской либо районный суд, опять же, по месту жительства ответчика. И здесь сразу необходимо иметь в виду, что если у вас супруг или супруга, с которой взыскиваются алименты, официально трудоустроены, имеют официальный доход, то здесь, конечно, целесообразнее подать заявление о вынесении судебного приказа и определить размер алиментов в долевом отношении к заработку. Если же, что в большей части имеет место быть, доход лица, с которого взыскиваются алименты, непостоянный, либо меняющийся, то есть это, например, трудоустройство периодичное там, на 2 месяца, на 3 месяца, в последующем идет период отсутствия официального заработка, то, конечно, лучше подавать заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме. Здесь твердую денежную сумму определяет непосредственно суд. При заявлении таких требований возможно установление алиментов как в 1/2 части прожиточного минимума. Для южной территории, это для города Сыктывкар, если вы в ином городе, соответственно, по вашему городу прожиточного минимума на ребенка. Здесь суд взыскивает 1/2 прожиточную, поскольку обязанность по обеспечению детей лежит на обоих родителях. Если у вас там 2-3, соответственно, на каждого ребенка в таком размере возможно установить. Возможно установление и в твердой денежной сумме с условием сохранения прежнего уровня обеспеченности. Например, ребенок получал обеспечение в месяц там, в пределах, ну, например, 20-25 тысяч, исходя из возможности родителей обеспечивать его таким образом. Можно с условием сохранения прежнего уровня обеспеченности подать, соответственно, в указанной сумме. Здесь, естественно, необходимо будет доказывание факта того, что доход стороны является нерегулярным. То есть здесь суд может сделать соответствующие запросы в пенсионный фонд, в налоговые органы и, соответственно, установить, в каком отношении возможно взыскание указанной части алиментов. Что касается изменений, например, вот суд вынес уже решение о взыскании алиментов в определенной сумме, либо есть соглашение об уплате алиментов в определенной сумме, как соглашение, о котором я говорила, как о сделке, так и любое судебное решение, оно может быть в последующем изменено, если изменится материальное положение стороны. Здесь необходимо обращать внимание прежде всего на то, что у нас стороны зачастую заблуждаются в отношении того, ну, например, ситуация, что родители развелись, в пользу мамы на содержание 2 детей взысканы алименты, в последующем у отца рождается 3-й ребенок. И отец заблуждается, полагая, что если в Семейном кодексе предусмотрено долевое отношение к заработку на 3 детей, то это является безусловным основанием для снижения указанного размера алиментов. Это неправда, это неправильно, потому что у нас в любом случае суды, как при наличии соглашения, так и при наличии судебного решения, они исходят из сохранения прежнего положения ребенка, прежнего материального обеспечения. И здесь необходимо уже доказывание каких-либо обстоятельств и факторов, которые могут повлиять на снижение размера алиментов, то есть это может быть наступление инвалидности лица, это безусловное основание будет, конечно же, для снижения алиментов, поскольку трудоспособность лица, обязанного уплачивать алименты, она, соответственно, может быть либо утрачена, либо ограничена. Это может быть наличие каких-то иных обязательств, например, с лица, обязанного уплачивать алименты, будут взысканы алименты на содержание одного из родителей, либо на содержание супруги второй, там, последующих, которые находятся по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет. То есть все эти указанные обстоятельства, они, естественно, оцениваются при рассмотрении указанной категории дел. Но, опять же, здесь повторюсь еще раз, чтобы не было этих ситуаций, все-таки целесообразно заключить соглашение, пусть оно и является в дальнейшем оспоримым, но это все-таки позволит избежать какой-то доли судебных споров, доли разбирательств и обеспечить ребенку как минимум какой-то уровень жизни, уровень достатка и обеспеченности
от второго родителя, кто совместно проживать с ребенком не будет. Ну и здесь, конечно же, надо не забывать, что у нас Семейный кодекс предусматривает, кроме обязанностей по обеспечению материальному ребенка, это обязанность по его воспитанию. То есть родители, если он вместе не проживает, естественно, он должен, кроме материального обеспечения, предоставлять какое-то время ребенку, заниматься его образованием, здоровьем и тому подобное. То есть эту обязанность никто не снимает, и никакие размеры алиментов эту обязанность не исключают у родителей, в чем, опять же, имеется зачастую заблуждение, потому что родители полагают, что достаточно заплатить там 30 тысяч, например, в месяц, да, вот я могу себе позволить, и ребенку этого будет достаточно. Это совсем не так. Здесь, конечно, надо не исключать и этот вопрос. Можно одновременная подача заявления об установлении отцовства и взыскания алиментов. И бывают ситуации, о которых также расскажу, когда отец ребенка, например, умер до момента установления отцовства. Здесь необходимо обратить внимание на следующее, во-первых, что если отцовство не установлено, целью избежать это, естественно, закономерный процесс, это государственная регистрация брака. То есть если мама с отцом ребенка состоит в браке, отцом ребенка он будет вписан автоматически, исходя из сведений, которые содержатся в ЗАГСе. Если этой записи нет, то, соответственно, будет необходимость установления отцовства в судебном порядке, возможно, установление в добровольном порядке, но если отец ребенка уклоняется, соответственно, есть необходимость подачи заявления об установлении факта отцовства в суд. Здесь будут приниматься любые доказательства, которые могут достоверно свидетельствовать о происхождении ребенка от конкретного отца. То есть здесь может быть и как экспертиза, которая проводится практически в 100% случаев по данной категории дел. И так, возможно, и представление иных доказательств, это как раз вот на случай, если отец ребенка, например, погиб, умер до признания до фактического установления отцовства. Здесь, если у вас идет порядок установления отцовства в момент, когда отец ребенок еще жив, естественно, он может прийти в суд, например, признать отцовство, что тоже не исключается. И в 50% случаев такое тоже бывает, что приходят, да, в суде признают, что они являются отцом ребенка, поскольку, опять же, возможно, после какой-то консультации, понимая, что экспертиза по делу достаточно дорогостоящая, расходы по экспертизе могут быть возложены по результату рассмотрения дела на его сторону, соответственно, признают отцовство, признают обязанность по уплате алиментов. Если все же такого не происходит, здесь назначается экспертиза и принимаются любые другие доказательства. Что касается, если отец ребенка умер и факт признания отцовства не состоялся до момента смерти, то здесь достаточно сложная ситуация возникает в плане того, что если установление отцовства необходимо только для получения определенных льгот и выплат, здесь нет необходимости и отсутствует спор о праве на наследственное, например, имущество, можно подать в особом порядке заявление об установлении факта признания отцовства, то есть фактически доказать, что человек при жизни признавал себя отцом ребенка. Здесь можно представить фотодоказательства, видеосъемки, где, возможно, там встречал из роддома, находились вместе, играли, посещал, то есть любые доказательства свидетелей в том числе. Если же возникает спор о праве, то есть спор на какое-либо имущество, например, наследственное, оставшееся после смерти наследодателя, здесь, конечно, обязательно установление факта отцовства, поскольку ребенок не сможет принять наследство после смерти своего биологического отца, если отцовство не будет установлено. Здесь уже необходима подача искового заявления, поскольку могут иметься иные наследники, которые также заявляют о правах на наследственное имущество. Здесь спор намного сложнее, поскольку зачастую наследники лица
они будут все-таки настаивать на том, что ребенок не является биологическим ребенком умершего, что он не имеет права на наследственное имущество. Здесь порядок предоставления доказательств будет в принципе аналогичным, то есть это могут быть и показания свидетелей, могут быть фотоматериалы и видеоматериалы. Если есть вдруг сделанная при жизни экспертиза, она будет являться также одним из доказательств, которые будут исследованы судом, и ему будет дана соответствующая оценка. Если в последующем отцовство будет установлено, у ребенка, соответственно, возникают все права, которые вытекают из прав и обязанностей между ребенком и его родителем, соответственно, будет иметься право на наследование имущества, право на выплату каких-то социальных мер поддержки, в том числе на пенсию по потере кормильца и иные льготы, соответственно, которые предусмотрены на сегодняшний день в законодательстве. Что касается вопросов, которые связаны с определением места жительства ребенка и порядка общения с ребенком, хотелось бы также осветить этот вопрос, поскольку также очень часто встречается. Зачастую ситуация выглядит так, что какая-либо из сторон, не буду говорить, что это только мамы, и бывает и папы в такой ситуации находятся, друг другу говорят о том, что я ребенка оставлю с собой, поскольку вот ты не работаешь, у тебя нет жилья, у меня есть, например, жилье в собственности, я официально трудоустроена или трудоустроена. Здесь, опять же, надо исходить из понимания того, что суд всегда встает на сторону ребенка и пытается учитывать его интересы, не интересы кого-то из родителей. У нас нет таких оснований в законе для ограничения в правах, либо передачи ребенка на воспитание одному из родителей, как отсутствие какого-то заработка, отсутствие жилого помещения. Естественно, суд будет оценивать, где ребенок будет жить, за счет чего он будет обеспечен, то есть какой доход имеет каждая из сторон. Но здесь все-таки надо учитывать, во-первых, положение Декларации прав ребенка, которая говорит о том, что в любой ситуации ребенок не должен быть разлучаем со своей матерью. Это международное законодательство, которое все-таки встает на поддержку матери. И здесь эта норма зачастую играет приоритетное значение для суда. То есть суд при оценке любых обстоятельств будет всегда склоняться в сторону матери, если не имеется исключительных каких-то ситуаций. Например, мама имеет заболевание, которое может быть сопряжено опасностью для жизни и здоровья ребенка, либо мама привлекалась к уголовной ответственности, либо к административной ответственности, в том числе по статьям, связанным с несовершеннолетними, то есть, там, не знаю, истязание, побои, все что угодно. Если же таких ситуаций нет, ну, в 99% случаев, так скажем, ребенок остается проживать с мамой, если нет определенного соглашения. Бывает ситуация, опять же, я просто призываю всегда стороны к тому, чтобы они сели за стол переговоров, если уже ситуация в семье достаточно напряженная, и определили, с кем будут проживать дети. Опять же, здесь необходимо еще отметить, что суд в том числе учитывает мнение детей, которые достигли возраста 10 лет. Если у вас детки, которым 10 лет и более, я думаю, что все-таки, исходя из положения закона, можно послушать и их мнение. Может быть, кто-то из детей действительно имеет большую привязанность либо к отцу, либо к матери, и учесть интересы детей – это неплохо в этой ситуации. Если ребенок скажет, что он хочет проживать, например, с папой, да, или наоборот с мамой, но не ставить в приоритет доказать, кто лучше из родителей, а просто попытаться в форме диалога определиться, как у вас будет строиться в дальнейшем жизнь, если уж ситуация так произошла, что дальнейшее совместное проживание невозможно. Определить, кто как будет обеспечивать. Если, например, двое детей, и один ребенок остается с мамой, другой ребенок остается с папой, естественно, надо как-то обговаривать, как братья и сестры будут между собой в дальнейшем общаться, потому что это родственные связи, которые тоже не должны нарушаться, и интересы детей тоже не должны страдать тут. Если двое детей расходятся, так скажем, разъезжаются к разным родителям, здесь, соответственно, я не вижу целесообразности выплаты алиментов кому-либо, поскольку один ребенок будет на обеспечении одного родителя, второй на обеспечении второго. Если же дети остаются с одним из родителей, то вопрос об алиментах, как я уже говорила, лучше, конечно, решить в порядке заключения какого-то соглашения нотариального, в котором, помимо прочего, можно определить и порядок общения с детьми.
То есть тот порядок, как мама или папа будут общаться с ребенком, который проживает от них раздельно. Здесь возможно указание и на периоды отпусков, каким образом возможно проведение совместного отпуска, если это ребенок не малолетний, не грудной, которому, естественно, если это грудной ребенок, здесь и суд никогда не встанет на сторону, допустим, отца, да, если ребенок остается с матерью, не скажет, нет, мама должна ему отдавать там на 2-3 дня, чтобы ребенок отсутствовал у нее дома. То есть, естественно, это будет в присутствии мамы, пока ребенок малолетний. Если, опять же, я говорюсь, ребенок не остается с отцом. Что касается порядка общения, если такого соглашения, опять же, нет, которое возможно заключение в нотариальном порядке, здесь, конечно же, опять же, нужна подача иска в суд по месту нахождения ответчика, то есть где у вас живет лицо, к которому вы обращаетесь, соответствующий суд обращаетесь. Не в мировой, в районный, либо в городской подается заявление, и там обязательно прописывать порядок, который вы видите для себя наиболее приемлемым по общению с ребенком. Здесь, уважаемые слушатели, никогда не забывайте о том, что в первую очередь это интересы ребенка. Если ребенок у вас занимается в секции, не пытайтесь в это время ребенка себе попросить на этот период общаться, потому что если какие-то дополнительные занятия, либо секции, либо общеобразовательный процесс будет нарушаться, суд никогда не встанет на сторону истца или ответчика, если сочтет, что такой порядок общения противоречит интересам ребенка. И по такой категории дел достаточно часто проводятся психолого-педагогические экспертизы. Здесь психолог работает в паре ребенок-мама, ребенок-отец и устанавливает привязанность ребенку к каждому из родителей. Это для определения места жительства ребенка. И устанавливает какие-то позитивные либо негативные воздействия при общении. Это с целью определения максимально приемлемого для ребенка с учетом его интересов порядка общения. То есть чтобы ребенок без нарушения, как я уже говорила, образовательного процесса либо иных своих интересов мог общаться как с мамой, так и с папой. Но в 99% случаев эти процессы у нас заканчивались утверждением мирового соглашения, то есть мы договаривались, но уже в суде. И в последующем, так скажем, отслеживая даже жизнь своих доверителей, которые у меня в последующем, ну, там на улице встретимся, еще где-то, приходило все к тому, что спустя время родители все-таки научились договариваться и научились понимать друг друга, слышать, когда кто-то заболел, кто кого может поддержать, поэтому очень не хочется, чтобы такие дела все-таки были решаемы в суде. Очень хочется, чтобы родители садились, договаривались, понимая, опять же, что каждая сторона потратит на представителя деньги, потратит деньги на экспертизу, достаточно немалые. Они эти денежные средства могут, грубо говоря, взять и поехать там, не знаю, ребенка на юг отправить, свозить. Но какую-то пользу ребенку своему дать, нежели вот на эти судебные споры затрачивать силы, материальные ресурсы. Поэтому в любом случае, если в семье что-то происходит, нужен все-таки конструктивный диалог без какого-либо перетягивания на себя одеяла, то есть учитывать, что есть ребенок, что у него есть интересы, и как-то стремиться к тому, что он общий, и надо ему максимально возможные комфортные условия создать. И я немножечко прервусь, у нас поступил вопрос, спрашивает Светлана, если мать не подавала при разводе на алименты, может ли отец подать на дочь на алименты, когда она выйдет на работу. Я этот вопрос хотела затронуть чуть погодя, но сразу тогда обращусь к нему по поводу взыскания алиментов на родителей. У нас совершеннолетние дети обязаны оказывать поддержку своим нетрудоспособным, нуждающимся родителям. Здесь два критерия, которые учитывает суд. Это нетрудоспособность и нуждаемость. То есть по такой категории дел смотрится естественный ребенок. Вот Светлана спрашивает, если не подавала. Даже если не подавала алимент, но содержание предоставлялось, да, это априори предполагается, если родитель живет совместно, либо даже если совместно не проживал, но мама не подавала, значит, предполагается, что такая поддержка оказывалась. Соответственно, отец в последующем может обратиться за взысканием алиментов, но здесь необходимо доказательства, во-первых, нетрудоспособности и, во-вторых, нуждаемости.
По таким искам, если имеются еще иные дети, их также суд привлекает к участию в деле, то есть не с одного ребенка можно взыскивать, а с другого, например, нет. И здесь оценивается критерий нетрудоспособности. У нас по настоящему законодательству нетрудоспособность для лица – это достижение пенсионного возраста, который предусмотрен 400-м федеральным законом. Если этот возраст, если пенсия наступила в связи с работой в районах Крайнего Севера, то это не является нетрудоспособностью, то есть это обязательно достижение предельного пенсионного возраста, который установлен по всей территории Российской Федерации. К нетрудоспособным могут быть отнесены также инвалиды первой, второй группы, которые ограничены к труду, то есть это может быть ранний возраст наступить, но, например, наступила инвалидность. Соответственно, тоже могут в этом случае признать лицо нетрудоспособным. Но помимо нетрудоспособности необходимо установление нуждаемости. Здесь судом запрашиваются, либо предлагается представить сторонам доказательства обеспеченности истца, соответственно, истцу, то есть это, как правило, справка о размере пенсии, например, да, и, может быть, он имеет иные доходы, то есть здесь запрашиваются все сведения, которые могут подтвердить фактический заработок лица, которое обратилось за взысканием алиментов, и, соответственно, смотрится материальное положение стороны, с которой это алименты взыскиваются. То есть берется доходы, ну вот в случае Светланы, получается, ее дочери, смотрится материальное семейное положение дочери. Может быть, она является там мамой-одиночкой, да, одна воспитывает ребенка, и, естественно, у нее возможности уплачивать алименты в какой-то сумме не будет, а у ее отца, например, имеется пенсия в размере прожиточного минимума. То есть если даже из практики, беря пример, была ситуация, то, что мама обращалась на взыскание алиментов со своего сына, но у мамы размер пенсии составлял прожиточный минимум, даже чуть-чуть больше для пенсионера по южной климатической зоне по республике Коми. А какие-либо заболевания хронические у нее отсутствовали, нуждаемость в дополнительных медикаментах, которые не могут быть, опять же, повторюсь, предоставлены государством, если есть какое-то заболевание, но оно входит в перечень тех заболеваний, где предоставляется бесплатная медицинская помощь, соответственно, лицо имеет право на льготу государственную. Здесь не обязательно взыскивать алименты с ребенка для того, чтобы купить какие-то препараты, которые могут быть предоставлены на бесплатной основе. Если есть какие-то заболевания, нужны какие-то сложные оперативные вмешательства и тому подобное, естественно, есть такой риск, что могут эти алименты взыскать, если, опять же, лицо, с которого взыскивается, имеет какой-то доход и может себе это позволить. Тут размер алиментов суд установит в твердой денежной сумме, возможно, там 1000 взыщут, возможно, 10 взыщут. Все зависит от дохода лица и от количества лиц, которые привлекаются к участию в деле. Я уже говорила, что это будут именно не тот ребенок, к которому мы обратились, но все дети, которые имеются, и отцовство, в отношении которых подтверждено у данного лица. Раз такой вопрос возник, сразу же обращу внимание на следующую ситуацию. Если я уже говорила по поводу установления отцовства, здесь хотелось бы сразу оговориться. Вот эта ситуация, она возможна, я как уже сказала, если отцовство установлено. Ситуаций таких достаточно много, обращаются женщины, отец ребенка не установлен, очень хотят добиться того, чтобы отец ребенка был вписан. Не всегда это хорошо, или даже скажу, всегда это нехорошо. Поскольку вот таких ситуаций, когда устанавливают отцовство, но при этом такие папы, если они уже не пришли и отцовство не признали, они потом не прибегут и общаться с ребенком не будут. Им это не самоцель. Если, конечно, он там не получает огромный доход, и вы хотите получить какое-то содержание на своего ребенка, тогда, возможно, да, можно этот вопрос рассмотреть, но здесь надо понимать последствия этого установления отцовства. С одной стороны, ребенок будет знать свое происхождение, будет знать, кто является его отцом, но он может этого знать и без записи в самом свидетельстве о рождении. Но вместе с тем такой отец, который будет выплачивать алименты, он в последующем может взыскивать алименты с ребенка. Бывают ситуации, когда женщине в последующем вступить в брак, допустим, появилось намерение, и отец, новый супруг проживает, например, за пределами Российской Федерации. У меня такие ситуации тоже были. Ей, соответственно, для того, чтобы ребенка вывести, нужно получить согласие отца на то, чтобы ребенка вывести. Папа согласия не дает.
раз меня признали отцом, раз меня вписали, мама тут хочет строить свою семейную жизнь, не дам. А здесь надо идти в суд, доказывать, что это в интересах ребенка. Но здесь тоже тяжело доказать, потому что здесь интерес все-таки больше мамы. То есть ситуация усложняется тем, даже элементарно вывести ребенка на отдых в какую-нибудь визовую страну, куда обязательно согласие попросят. Если безвизовые могут пропустить на границе и так, и то не исключено, что будут спрашивать согласие второго родителя. Особенно если у мамы вдруг фамилия будет не идентична фамилии ребенка. Такие согласия на границе спрашивают, и будут проблемы, и надо будет, естественно, перед поездкой заблаговременно, там, за полгода подавать в суд, получать судебное решение, легализовать его для той страны, куда вы выезжаете, и после этого только ехать. То есть это достаточно сложные будут ситуации. То есть здесь я все-таки считаю, что если уже возник вопрос в том, что вы хотите установить отцовство, надо понимать вот эти вот неблагоприятные последствия, которые могут быть вызваны установлением такого отцовства. Если вы понимаете, что кроме постановления приставов о расчете задолженности по алиментам на крупную сумму вы ничего не получите, и у отца отсутствует какое-то имущество, да, на которое потом ребенок может претендовать, то здесь все-таки указанный вопрос, я считаю, что нет необходимости поднимать, но здесь надо всегда исходить из конкретной ситуации, то есть не принимать решения сгоряча. Я все-таки советую в таких ситуациях обратиться либо за какой-то квалифицированной юридической помощью, да, и оценить все плюсы и минусы конкретной ситуации, чтобы понимать, будет ли необходимость восстановления отцовства в данной конкретной ситуации. Хотелось бы обратить внимание на вопросы, которые связаны с лишением прав, лишение родительских прав и ограничение родительских прав. То есть это немножечко две разные категории. Лишения – это когда родители теряют все права в отношении ребенка. Ограничение – это когда ограничивают определенные права родителей, то есть право на какие-то меры социальной поддержки, на льготы, государственные пособия. При лишении родительских прав теряются все абсолютно права в отношении несовершеннолетнего ребенка. При ограничении возможно видеться с ребенком, при лишении такой возможности нет. Как в одном, так и в другом случае обращаются люди, иногда приходят и говорят такого рода информацию, что пришли органы опеки, посмотрели, там в холодильнике винограда нет, все, ребенка забрали, увезли. Неправда, за виноград ребенка никто не забирает. У нас как ограничение, так и лишение – это крайние меры со стороны государства, которые направлены исключительно на соблюдение прав ребенка несовершеннолетнего. То есть в данном случае, естественно, чтобы ее избежать, все обязанности, которые предусмотрены законом, это материальное обеспечение, это здоровье ребенка, образовательный процесс должны соблюдаться. То есть ребенок у вас должен быть умыт, накормлен, образование получать либо в общеобразовательном учреждении, либо на домашнем обучении, что тоже также не препятствуется в принципе. Здесь касаемо указанных вопросов, избежать этой ситуации, вот я как уже сказала, извиняюсь, у нас прервалась трансляция. Еще хотелось бы вернуться немножечко к теме, поскольку я затронула ее, по поводу По поводу установления отцовства. Еще одну ситуацию хотелось бы сразу тут привести, вот как раз поскольку коснулась вопроса ограничения в родительских правах, бывают такие ситуации, когда мамы устанавливают отцовство в отношении лица, а в последующем, не дай бог, там с мамой что-то происходит, если мама погибает, умирает, у ребенка законным представителем единственным остается отец. Чаще всего такие отцы после установления отцовства, как я говорила, с ребенком не общаются, связи не поддерживают, ребенок находится с бабушкой, с дедушкой, с мамой. То есть вот его круг общения – это родители со стороны супруги и, соответственно, сама мама. Если с мамой что-то происходит, фактически отец, как законный представитель, имеет полное право приехать и ребенка забрать.
То есть, опять же, когда встает вопрос об установлении отцовства, нельзя исключать той ситуацию, что в последующем отец может права на этого ребенка заявить. Если ребенку, не дай бог, еще к тому моменту не будет 10 лет, мнение ребенка не будет слушать даже суд. То есть суд, естественно, встанет на сторону законного представителя, пусть даже он там на протяжении длительного времени воспитанием не занимался, не общался, то есть здесь ситуация будет намного усложнена. Поэтому еще раз повторюсь, что установление отцовства все-таки надо рационально как-то для себя определять, нужно оно или не нужно, поскольку вот такие ситуации есть. Следующая ситуация, которую хотелось бы разобрать, которая тоже возникает при кризисе, так скажем, семейных отношений, это развод и раздел имущества супругов. По поводу развода я не считаю необходимым дополнительно останавливаться, поскольку процедура достаточно легкая, может быть произведена как в органах ЗАГСа при отсутствии несовершеннолетних, так и в судебном порядке путем подачи заявления соответствующего. Заявления, касаемые детей, сразу же скажу, что в том числе и заявление о вынесении судебного приказа, о взыскании алиментов, об уменьшении размера алиментов, о расторжении брака. Все простые заявления есть на сайтах соответствующих судов. По делам, которые связаны с расторжением брака без каких-либо споров по детям, либо по имуществу, здесь я не вижу смысла даже какого-то юридических консультаций, то есть просто идете, пишите заявление, либо расторгаетесь в ЗАГСе, если детей нет. Здесь вопрос больше касается раздела имущества супругов, то есть имущественные отношения, которые возникают, поскольку браки достаточно длительные бывают, и имущество нажитое, не совсем всегда понятно, кому что принадлежит, каждая сторона пытается доказать, что это его имущество. Здесь, чтобы этой ситуации не было, на сегодняшний день есть понятие брачного договора. Некоторые люди думают, что если при регистрации брака сторона просит брачный договор, все, значит, ты меня не любишь. Это цивилизованный способ, который используется в принципе во всех странах на сегодняшний день, более распространен, естественно, в странах Европейского Союза, но и в Российской Федерации, и в нашем городе, и среди моих клиентов есть люди, которые их заключают и живут долго, и, может быть, он никогда не пригодится, но он есть, и он как-то все-таки дает гарантии и одной, и второй стороне жить в нормальных взаимоотношениях, понимая, что они действуют в интересах друг друга. На сегодняшний день брачный договор должен быть обязательно удостоверен в нотариальном порядке, то есть иное соглашение, которое ранее допускалось простое письменное между супругами, оно на сегодняшний день юридической силы иметь не будет. Может быть заключено такое соглашение и до регистрации брака, но оно вступит в силу с момента государственной регистрации брака. Может быть заключено уже и в последующем, когда брак уже есть, неважно сколько лет этому браку, приходите к нотариусу и говорите, что мы с супругой и супругом договорились, что наше имущество будет разделено в случае чего следующим образом. И прописываете порядок. Нотариус все это оформляет, удостоверяет. Здесь сразу же необходимо обратить внимание на обязательства супругов. То есть все люди живут, берут кредиты, бывают бизнесы у супругов. Кредиты берутся не для цели семьи, а для ведения бизнеса. Здесь все-таки надо определять порядок несения, в том числе и вот этих расходов, поскольку у нас на сегодняшний день все обязательства, которые взяты в браке, все кредитные договоры, которые заключены в браке, они являются совместным обязательством супругов. Если в брачном договоре будет определено, что обязательство каждого супруга является только его обязательством, здесь обязательно необходимо доведение информации о наличии брачного договора до кредитора. То есть, если есть, например, кредит в банке, и брачным договором определили, что это будет кредит супруга или супруги, обязательно делаете копию этого брачного договора. Желательно ее нотариально удостоверить, эту копию, что она действительно является копией с документа с оригинала, и надлежащим образом, заказным письмом с уведомлением, либо иным другим путем, который вы в последующем сможете доказать, этот брачный договор направляете в банк, чтобы в банк в последующем, если вдруг у вас возникнет вопрос о выделе доли супружеской при
взыскания этого кредита в случае наличия просроченной задолженности, чтобы вы могли доказать в суде о том, что вы банку доводили эту информацию, что у вас имущество распределено иным образом, и ваш супруг, в том числе банк по обязательствам супруга, на это имущество претендовать не может. Поэтому, еще раз повторюсь, брачный договор, он зачастую и защищает стороны, то есть определяет порядок пользования, определяет порядок, иной режим совместной собственности супругов. Если такого брачного договора нет, то, соответственно, у нас закон встает на сторону того, что все имущество, которое нажито в период брака, оно является совместной собственностью супругов. То есть здесь суд будет исходить из того, что все, что нажили, все делится пополам. Есть положение о том, что суд может отступить от равенства долей в интересах несовершеннолетних, но эта норма есть в законе, на деле она зачастую не работает. Неправильное понимание того, что если у вас есть квартира и 2 детей, то все это делится между четырьмя людьми, то есть между детьми в том числе, поскольку дети не участвуют в приобретении, не являются лицами, на которые распространяется режим собственности супругов, соответственно, они не могут претендовать на какие-то доли, в том числе по суду, если, опять же, у вас доли не выделены. Если вы когда-то каким-то соглашением эти доли определили, в том числе при использовании средств мат-капитала, например, при приобретении жилья, и у вас четко прописано, кому какая доля будет принадлежать. Если у вас эти доли определены, суд эти доли менять уже не будет. Мат-капитал, опять же, надо всегда понимать, что мат-капитал выдается на семью, он не выдается маме, не выдается конкретному ребенку. И здесь суд, исходя из стоимости квартиры, определит размер средств мат-капитала, которое было вложено, и в пределах этих средств выделит доли каждому, даже если иное не предусмотрено соглашением, как я уже сказала, если не распределены каким-либо образом уже доли между сторонами. Кроме того, на что необходимо обращать внимание при разделе? Если у супруга либо супруги отсутствует брачный договор, но есть имущество, которое приобретено в порядке дарения либо по иной безвозмездной сделке, то это является собственностью того супруга, кому оно принадлежит, кто его правообладатель. То же самое касается ситуации, например, если лицо до брака имело квартиру, например, супруг имел двухкомнатную квартиру, в последующем вступил в брак, они эту двухкомнатную продают и тут же покупают трехкомнатную квартиру, доли в которой не распределяют между сторонами, например, регистрируют на нем только. Здесь необходимо оценивать вклад этого супруга за счет добрачного имущества, которое он произвел, например, за 2 миллиона двухкомнатную продал, за 3 миллиона трехкомнатную они купили. Соответственно, в пределах 2 миллионов, это 2/3 доли, они будут признаны собственностью супруга, которые не являются совместно нажитыми, поскольку квартира принадлежала до брака, либо, например, была уже в браке, но в порядке наследства получена. Оставшаяся сумма денежных средств, вот это 1 миллион, соответственно, 1/3 от квартиры, и суд, если будет делить, он ее поделит пополам, поскольку приобретена за счет совместных средств супругов. Здесь получается, соответственно, 1/6 доля отойдет к супруге, 5/6 долей останется у супруга, который внес свои денежные средства личные, так скажем. Если же здесь будет иметься какое-то соглашение, чтобы, я говорю, опять же, не привести к этим судебным спорам, конечно, хорошо было бы на тот момент, когда квартира приобретается, определить сразу. То есть если кто-то из сторон вносит деньги, которые не совместно наживали, эту долю сразу же супругу выделить. То есть если бы в той ситуации, в которой я рассказывала, стороны изначально бы все просчитали и оформили собственность бы таким образом, что у супруга было бы 5/6, а у нее 1/6, в последующем у них бы отсутствовал спор при разделе этого имущества, поскольку, исходя из вклада каждого, доли каждого из супругов определены в указанном совместном имуществе. Это что касается раздела. В раздел также необходимо отметить, подлежат включению и денежные средства, которые находились на счетах каждого из лиц на момент расторжения брака. У нас стороны иногда забывают про указанное имущество, поскольку
относится также к совместно нажитым, можно заявить и эти средства, но здесь возникает вопрос об определении фактического прекращения брачных отношений, поскольку у нас бывают стороны в браке уже фактически не состоят, разъехались, разводятся спустя там 2-3 года, и, соответственно, здесь уже необходимо устанавливать, когда фактические брачные отношения были прекращены, то есть когда семья перестала быть семьей. Когда прекратилось ведение совместного хозяйства, возможно, даже при совместном проживании такое бывает, что люди в разных комнатах проживают, как соседи длительное время, но совместного хозяйства не ведут. Здесь каждая из сторон, если докажет, что фактическое прекращение брачных отношений имело место до даты фактического расторжения или подачи иска, естественно, суд будет исходить из наличия имущества на конкретную дату, когда брачные отношения прекратились. Это имеет существенное значение и для определения имущества, поскольку после фактического прекращения брачных отношений тоже бывает и приобретение какого-то недвижимого, движимого имущества, и получение кредитных средств, которые каждый из супругов пытается отнести к совместному. Но здесь в отношении кредитных средств еще хотелось бы оговориться, что на сегодняшний день у нас суды требуют предоставления доказательств, что все эти кредитные средства, которые были получены, они были израсходованы на нужды семьи. Эти доказательства у нас представляет та сторона, которая заявляет о соответствующем разделе. То есть здесь надо быть готовым к тому, что не просто принести кредитный договор и сказать, я взял там 300 тысяч на поездку, а фактически потратил их на иные цели. То есть здесь, естественно, доказательство целевого отношения, целевых каких-то трат будет необходимо. Ну, вообще, в целом я скажу так, что из того, что я озвучивала на сегодняшний день, фактически раздел имущества супругов это является наиболее, так скажем, сложной областью, поскольку здесь необходимо учитывать каждое конкретное обстоятельство. Здесь очень тяжело обобщать и очень тяжело говорить в целом, то есть здесь необходима оценка все-таки каждой конкретной ситуации, поэтому если у вас брачного договора нет, не договорились когда-то, не договорились после прекращения отношений, к чему я опять же всегда призываю сесть за стол переговоров и обговорить, как это все будет выглядеть, потому что каждый из дел, которые вот на сегодняшний день я озвучивала, это продолжительные, дорогостоящие дела, требующие материальных затрат, назначения экспертиз, и я все-таки полагаю, что эти денежные средства можно направить в более, так скажем, нужное русло, да, там, на детей, еще на какие-то цели. И не приводить все к этим судебным спорам, но это, естественно, нужен стол переговоров между супругой и супругом. У нас на сегодняшний день гражданско-процессуальным законодательством введена процедура медиации, в том числе это досудебное урегулирование, можно обратиться к медиаторам, список лиц, в том числе это бывшие судьи, судьи в отставке, в том числе проводят такие процедуры, и есть, я полагаю, что возможность сесть, обговорить, возможность привлечения квалифицированных специалистов и без суда, без каких-то усложненных ситуаций прийти к какому-то мнению, чтобы не допустить судебных споров, потому что, как я уже говорила, достаточно длительная и дорогая процедура. В целом, то, что касается вопросов, которые я хотела озвучить, я буду заканчивать. Если есть какие-то еще вопросы, поскольку блок семейного права, да, с которым смежны иные права, там жилищные, гражданские по сделкам, он достаточно значим, то есть это здесь можно бесконечный разговор вести, но, как я уже говорила, каждая ситуация должна иметь свою оценку, поскольку каждый находится в разных условиях, разные моменты бывают, которые необходимо выяснить в данном случае. Я рекомендую либо пытаться договориться, либо пытаться изначально иметь какие-то соглашения, как то брачный договор, либо соглашение о порядке общения с детьми, либо об уплате алиментов в случае наличия уже спора какого-то. И если все-таки спор не удается разрешить, обращаться за какими-то консультациями. Скажу, у нас на базе общественной приемной при главе Республики Коми ведутся бесплатные устные консультации, то есть это в пределах 20 минут можете обратиться, вас запишут. Телефон для записи 285 331.
Прием помимо меня ведет еще Строганов Юрий Александрович, Койден Роман Васильевич. При записи надо будет, естественно, сказать фамилию специалиста, кому хотели бы записаться, кому попасть на консультацию. Вас запишут, и в пределах 20 минут сможете получить устную консультацию абсолютно бесплатно. На сегодняшний день прием граждан ограничен, такая возможность имеется только в устной форме, по телефону на сегодняшний день консультируют, но я надеюсь, что эпидемиологическая ситуация у нас немножечко поменяется, и приемы возобновятся в очной форме, потому что все-таки хочется вас видеть, хочется видеть документы, иметь какое-то очное общение, это всегда лучше, чем телефонный разговор. Извините, оговорюсь, еще поступил вопрос. Если муж брал кредит до брака и не выплатил, могут ли судебные приставы после брака вычитать с жены кредит? Нет, если кредит получен до брака, он не является совместным обязательством супругов. Но, опять же, если судебные приставы имеют исполнительный лист об обращении взыскания на супружескую долю, то есть кредит взят до брака, есть исполлиста взыскания. Например, взыскатель видит, что это лицо купило имущество, уже будучи в браке, но у него в этом имуществе есть тоже доля. Например, даже если это будет транспортное средство, которое фактически поделить нельзя, но из него можно выделить долю в денежном эквиваленте. Тогда при реализации приставы будут предлагать сначала выкупить эту долю самой супруги, как долевому собственнику. В последующем, если она не будет выкупать, машина уйдет с торгов, половина денежных средств, эквивалент доли, перейдет супруге, половина денежных средств перейдет взыскателю. Опять же, если нет брачного договора. Если есть брачный договор, в котором написано, что все имущество, например, приобретенное в браке, является собственностью супруги, то на него обращаться кредитор не может. При условии, о котором я говорила, доведение информации о наличии брачного договора самому взыскателю, банку. То есть если вы брачный договор составили, тогда сделайте нотариально заверенные копии, и, соответственно, по всем банкам, где есть кредиты, в том числе полученные до брака, разошлите, чтобы банк видел, что он не сможет потом на это имущество претендовать, чтобы не было сюрпризов в виде там каких-то постановлений пристава и тому подобного. Уважаемые слушатели, я буду заканчивать. В конце я хотела бы поблагодарить за внимание. Если будут какие-то вопросы, можете записываться на консультацию, как я уже говорила, на базе общественной приемной при главе Республики Коми. Телефон, повторю, 285-331. Можете записываться на консультацию ко мне. Оставлю вам телефон 8 904 270-3274. Можете обращаться по моему телефону, записывать. Я провожу как консультации, так и сопровождаю дела в судах. Но все-таки буду надеяться, что при всей доле разумности судов у вас не будет, и вы не будете доводить ситуацию до той, чтобы это переходило в какие-то споры. Всегда настраивайтесь на диалог и каким-то образом строите взаимоотношения так, чтобы можно было это все решить на кухне, а не в зале суда. Спасибо большое за внимание. До свидания.